Архип, подай ремешок. Подержи-ка. Крепко. На, возьми. А ну давай подымай. Господи, успеть бы. Давай скорей, отвязывай. Архип, я сейчас я. Скорей, скорей, Ефим! Здесь. Сейчас. Дядя, режь веревку! Режь веревку, дядя! Я тебе покажу, режь веревку! Сейчас он его головешкой врыло! Лечу. Эй, Ефим! Ты Господи. куда? Лечу. Архип! Лечу! Эй, вы догоняете меня! Эй! Господи, что это? Архивушка! А в Москве-то, видать, живописцев без нас, видимо-невидимо. А, Данила? Ну чего, подыщем работенку какую-нибудь. Все это, конечно, так, да только обидно, что ли. Да. Вот, скажем, береза эта. Ходил каждый день и замечал. А знаешь, что не увидишь больше? И он какая стоит. Конечно, 10 лет. 9. Это ты 9, а я 10. Да нет, я 7, ты 9. Дочь, давай сюда.
Да пойдем, не размокнем. Комарок шлевотагаю! Маловаль с медом рогаю! Повстречали барина, боярина, кривого татарина, стали песни играть, величать да потешать. Как у барина, боярина! Все из жарит и сварено! У боярина, боярня, лакома! Ох, отвернет на сторону, да не всякому! Парни, сударь, открой мне дверь, боярин едет! А боярин свое пройдет, вы скоморохи, все воры да пьяницы! Вас секут до пятницы! Ох, козлы да бродяги! Сдохните в браге! Скоро вас всех будут на кол сажать! Оп! А они вот оп, пониже пупочка, повыше коленочка запилили. Был парень бородой, смехом-то быстро, я бриль чисто, а без бороды не ладно, либо любая баба с бородой не надо. А моя платье, как блока на яйца скачет. Ай, козелый тот с бородой, побегу-ка я домой, стучал в окошко. Ась? А боярь-то не признала. О, видала рожу голую. И никак не взять за бороду. Скалки промеж глаз. Раз, ой. Это стой, не балуй. Сраду не гожа. Подкидывай на рожу. Ишь, подишь, боярь без бородища. Боярин, за ним гусенька, побежал дорогою кровою, одноногою кровою, да не зрячую, удачу ее, собачью, отречал его поп, да за бабу его топ. Присыклся, в кусты за ним кувыркнулся, притыклся, и наны. Если снять всего штаны, и таково, и всякого, и дяково, и всякого, и с страны, ой, одинаково. Эй, что ты похожа? Где же Медерожа? Выкушай! Ушкую! Увидала бабу голую и взяла ее за бороду. Увидала бабу. А что я все умею? Увидала бабу голую и взяла ее за бороду. Да вот гроза. Переждать бы. Ну, проходите. Может, брашки выпейте, смотри, как вымокли. Спасибо, не пьем. И баб не трясем.
Бог дал попа черскому роха. Бабу голую. А моя баба, может, тоже по кускам, а? Понятно, папа, видит всех. Я тебе сейчас... Погодь, погодь. Ты что? Я тебе сейчас подожду. Все равно твоя баба. Видит всех. Ну-ка, пойди сюда. Ну-ка, иди сюда. Отдай ему. Ты где был? На дворе. Пойдем, а? Данила. Слышь, Данила. Дождь кончился. Пойдем. Спаси Христос, хозяюшка.
сказала, что он не виновен. Перехватили. Оклеветали гады! Все верну! Надо! Пусти! Не виновен я! Есть кто живой? Посмотреть пришел. Посмотреть. Смотри, смотри. Сейчас олифить будем. Так это ты и есть этот грек Феофан. Вот-вот. А что ты на меня смотришь? Ты туда смотри. Сам-то откуда? А из Андронникова монастыря. Из Андронникова? Так ведь ты, небось, Андрей Рублев? Не. А то слыхал. Все хвалят в голос Рублев. Ведь мастер. Так куда ему до этого? И краски, все какие-то смирные. Господи, да ведь это ж просто... Что ж хвалить перестал? Говори, знай. Так ведь не могу. Складно не могу. Правдиво сказано у Константина Костюченского. В суть всякой вещи вникнешь, коли правдиво наречешь ее. А Андрей, так ведь я и в глаза ему скажу. Он ведь как брат мне, хвалит его. Это верно. Так ведь он и краски ложит тоненько, нежно, умело кладет. А вот только нет во всем этом у него страха нет, веры, веры, что из глубины души исторгнута. А и простоты. Как это у Епифании-то о Сергиеве добродетель-то сказано? Простота без пестроты. Так ведь вот что это. Это святое. Простота без пестроты. Так лучше-то и не скажешь. А ты, я гляжу, мудрен. А коли и так, хорошо ли это? Может, лучше-то во мраке неразумия велению сердца своего следовать? Во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Прошка! Где Оливка? Кому уши драть? Аль провалились все. Говорят, ты пишешь быстро. Быстро. А что, не могу иначе, надоедает. Один раз целую неделю чухался, бросил. Выбросил. Ну зачем выбрасывать? Квашеную капусту придавливал. И, к слову, все надоело. Во! Учеников, помощников пруд пруди, а ни одного толкового грамоты путем разобрать не могут. Слышь, иди ко мне в помощники. Не шути ты со мной, не смейся. Не смеюсь я вовсе. Мне в Москве по весне церковь Святого Благовещения расписывать надо. Идти, а не с кем.
Там уже леса строят в Москве-то. Понял? Да ведь понял-то понял, да только не справится. Да я тебе все расскажу, объясню. Ты по сырому Левкасу делал когда? Ну, вот, с такой головой-то тут вон какие дурни и то по стенке водят. Так ведь сказал мне, ты будет об этом. Ну, как знаешь. Уж не припомню такого. Смотри, не пожалей потом. Я злопамятный. Пожалею, не пожалею, а тебе грех. Пришел к тебе нищий монах, безвестный. Понравилось тебе, что с ним можно про книжки толковать. Вот ты и решил, не глядя, благодетельствовать. А я вот уже 3-й год книжек-то не касаюсь, да и не хочу более касаться. Это что ж так? Да уж так, друга, у меня дорога. Помру я скоро. Ну, это ты зря. Нет, верно, помру. 3-го дня ангел приснился. Пойдем, говорит, со мной. А я ему, я и так скоро помру без тебя. Вот. Может, надумаешь. Ладно, но только у меня к тебе один уговор будет. А что хочешь, деньги? Пополам идет. Да нет, работать я за даром буду. Но только ежели ты сам за мной в Андронников приедешь, сам при всей общине, при владыке самом, упросишь меня к тебе в помощь идти, при братьях всей, при Рублеве Андрее, вот тогда я тебе как раб, как собака служить буду до тех пор, пока не помру. А тебя-то как звать? Кириллом. Кириллом. Тоже православные, правдолюбцы да христиане. Долго будете мучить злодея? Скоро вы это кончите. Сами грешники немыслимые, а туда же судите. Христа на вас нет. Великий князь повелевает тебе в Москву явиться. Храм святого Благовещения расписать велит вместе с Феофаном Греком. Скажи. А что? Верно он, Андрей Рублев, а? Верно? Так ведь он и есть Рублев, а я Кирилл. А Феофан Грек велел сказать тебе, чтоб ты был в Москве. И видеть тебя желает. И Феофана благодарю. Скажи это, ну, мол, приду. О, башка трэша. Помоги. Уведи ее сюда. Что так? Помощников себе возьми, каких хочешь. И завтра, чтобы приходили. А кузница где-нибудь поблизости есть, а то я тебя опять завалюсь. А вот как выйдешь за ворота, там будет часовня, а за часовней кузня. Прощайте, божьи люди. Прощай, прощай. А может, сегодня пойдем, а, Данила? Соберемся быстренько и отправимся. А то вдруг передумает Феофан. Я не пойду. Ты что? Как не пойдешь? Да так. А как же я без тебя? Как знаешь. Так ведь я думал вместе. А чего ж ты за меня думал? Меня не звали. Да не смогу я без тебя. Сможешь.
Согласился, и ты меня не спрашивал. Быстро согласился. Феофан только пальцем поманил. Да ты не горюй. Не ты первый, не ты последний. У меня и без тебя тут делов хватит. Ну и слава богу. Фома, Алексей, пойдемте. Петр, собирайтесь, со мной пойдем. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия от них. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над кладезем, и возвратился прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал экклезиаст, все суета. Кирилл, ты отца Никодима не видел? Куда-то он с утра запропастился. Взял мои рукавицы, и как в воду канул. А мне дрова разбирать, поленья-то ледяные. А ты чё лучину жгешь? Утро давно, ты лучину жгешь. Ты собаку-то мою кормил? Ну ты просил, что ли? Ты чего? Забыл чего, что ли? Проститься пришел. Так уж простились. Проститься пришел, а мне и без того тяжко было. А тут дьявол возьми и сотвори вражду между нами. Не могу я так уйти. Исповедаться должен. Примешь? Ведь не смогу я ничего, Данил. Сколько лет в одной келье прожить. Ведь кроме тебя и нет у меня никого. Я ведь твоими глазами на мир гляжу. Твоими ушами слушаю. Твоим сердцем. Данила.
Рад я за тебя. Непутевая твоя голова. Если б ты знал, как рад. Иди в Москву, пиши. И мне гордость будет. Мне дальше тоже бес попутал. И ты прости меня. Я ведь вернусь, Данила. Ты куда? А вечерня? Вы стоите без меня, я без вас как-нибудь обойдусь. Да ты что, Кирилл, сегодня, ей-богу. Может, что случилось, Кирилл? Надоело мне, врать надоело, в мир ухожу. Почему мы из троицы-то ушли, а? Андрей, Данила, молчите. Да потому что братья выгоду свою стало выше веры ставить. Забыли, зачем в обитель-то пришли? Ну а здесь? Думали, будем служить Господу верой и трудами, а что получилось? Монастырь-то на базар стал похож. Вот ты, раб Божий, что дал за иночество? 20 душ, аль может 30. А ты все ходил за настоятелем, торговался. За 2, а может за 1 даже лук заливной, блаженство себе вечное выторговывал. Да вы и сами все без меня знаете, только молчите, делаете вид, что не замечаете ничего. Может, и я бы молчал и терпел всю мерзость эту, если бы талант был у меня. Да что там талант, хоть бы небольшая способность иконы писать. Не дал Бог таланта, слава тебе, Господи, и счастлив я, что бездарен, потому только честен я и перед Богом чист. Кирилл. А еще скажу я вам, братья. Чего ты нам здесь скажешь? Что скажешь, братец, чего мы не знаем? А ты-то сам знаешь, что с такими, как ты, бывает. Скажи, ведь я не обижусь, не бойся. Так ведь я же... А ну, пошел вон, пес! Пошел вон с глаз моих, змеево отродье! В миру приживешься, охальник! Ну вот, видите. Кирилл. Сказано! Сказано, и вошел в храм Божий Иисус, и выгнал всех продающих и покупающих во храме, и опрокинул столы миновщиков из камня продающих голубей. И говорил им: дом мой домом молитвы наречется, а вы из него сделали вертеп разбойников. Фу! Я 3 года Даниле кисти мыл, пока он мне икону не доверил. Чудо. Не подновить, а отмыть только. А ты не доверяешь? Так ты же врешь на каждом шагу. Пришел вчера. Ряса липкая, склеилась вся. Ну где ты вчера был? На пасеке. А вчера сказал, что в Андроников ходил. Ты посмотри, на кого ты похож. Постель. Примочи, что ли, чем-нибудь, землей затри, а то заплывешь весь, как боров. Да теперь поздно, небось, не поможет. Сочиняешь ты, брат, без конца. Я даже думаю, может, ты болезнью заболел какой. Какой болезнью? Да как же. Есть, наверное, такая болезнь, что человек врет и
Остановиться никак не может. Глянь, Фома. Глянь, говорю. Чего, глянь? Ничего, балда. Не понимаю, как я тебя в ученики взял? У тебя всегда так. Сначала одно, потом другое. Сам Феофану говорил, это Наршин в землю видит, и голубец любит. Так ты ж тогда другим человеком был, старался. Не врал. А потом знаешь, что Феофан про голубец твой сказал? Ох, да брата голубец. И поесть ты здоров. Как только после этого пишешь, ума не приложу. Так когда в брюхе звенит, что на ум-то идет? Только тот звон и слышишь. Счастливый ты, Фома. Все тебе просто, да ладно. Так через молитву только от видимого к невидимому душа-то дойти может. Смотри, чего это? А? Значит, слева решил оставить апостолов. Не на столбе. Фома, а ты клей с огня снял? Клей с огня снял? Ишь ты, голубец он любит. Драть его нужно по субботам, как Сидорову козу. Ну и упрям же ты, Андрей, прости Господи. Ну где ты видел-то все это, когда каждый за задницу свою трясется? Да сколько хочешь. Да те же бабы московские свои волосы для татар выкупом отдали. Им же, дурам, делать ничего другого не оставалось. Лучше опростоволоситься, чем истязание выносить. Причем же тут бескорыстие? Да нельзя так. Правда, так уж ведется, что баба на Руси унижена и несчастна до крайности. А потом не про тое. Ну хорошо, ты мне скажи по чести, Тёмин народ или не Тёмин? А? Не слышу. Тёмин. Только кто виноват в этом? Да по дурости собственной и Тёмин. Ты что ли грехов по темноте своей не имеешь? Да как не иметь? И я имею. Господи, прости, примири, укроти. Ну ничего. Страшный суд скоро, все как свечи гореть будем. И помяни мое слово, такое тогда начнется. Все друг на друга грехи сваливать начнут, выгораживаться перед Вседержителем. И как ты с такими мыслями писать можешь, не понимаю. Восхваление еще принимаешь. Да я бы уж давно схиму принял. В пещеру бы навек поселился. Я Господу служу, а не людям. А похвалы сегодня хвалят, завтра ругают, за что еще вчера хвалили, а послезавтра забудут. И тебя забудут, и меня забудут, все позабудут. Суета и тлен, все. Не такие вещи и то забывали. Все глупости и подлости род человеческий уже совершил. И теперь только повторяет их. Все на круге своя. И кружится, и кружится. Если бы Иисус снова на землю пришел, его бы снова распяли. Да уж, конечно, если только одно зло помнить, то перед Богом и счастлив никогда не будешь. Что? Да может, некоторые вещи и нужно забывать, не все только.
Не знаю я, как сказать, не умею. Не умеешь, так молчи, меня хоть слушай. Ну что смотришь? Так что, ты думаешь, что добро только в одиночку творить-то можно? Добро, добро. Да ты Новый Завет-то вспомни. Иисус тоже во храмах людей собирал, учил их. А потом они для чего собрались? Чтоб его же и казнить. Распни, кричали, распни, лисе этой. А ученики? Иуда продал, Петр отрекся. Все разбежались, и это еще лучшее. Да раскаялись же они. Так это же потом, понимаешь ли ты, потом, когда поздно было. Ну, конечно, делают люди и зло, и горько это. Продал Иуда Христа. А вспомни, кто купил его? Народ. Опять же, фарисеи да книжники. Свидетеля так и не нашли, как ни старались. Кто же его невинного оклевещет? А фарисеи эти на обман мастера. Грамотные, хитроумные. Они и грамоте-то учились, чтоб с власти прийти темнотой его воспользовавшись. Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля. Зло везде есть. Всегда найдутся охотники продать тебя за 30 серебряников. А на мужика все новые беды сыпятся. То татары по 3 раза за осень, то голод, то мор. А он все работает, 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 несет свой крест смиренно, не отчаивается, а молчит и терпит. Только Бога молит, чтоб сил хватило. Да разве не простит таким Всевышний темноты их? Сам ведь знаешь, не получается что-нибудь, или устал, намучился. И вдруг с чьим-то взглядом в толпе встретишься, с человеческим. И словно причастился. И все легче сразу. Разве не так? Вот ты тут про Иисуса говорил. Так он, может быть, для того родился и распят-то был, чтобы Бога с человеком примирить. Ведь Иисус от Бога, значит, всемогущий. И если умер на кресте, значит, и предопределено это было. И распятие, и смерть его дело руцы Божией. И должно было вызвать ненависть не у тех, кто распял его, а у тех, кто его любил, ежели бы они окружили его в ту минуту. Ибо любили они его человеком, а он сам по своей воле покинул их, показав несправедливость или даже жестокость.
Ты понимаешь, что говоришь? Упекут тебя, братец, на север, иконки подновлять за язык твой. Что, не прав я? Сам же всегда говоришь, про что думаешь. Так что же мне? Я человек мирской, свободный. Сергей, давай сюда! Сейчас! Разжигайте пока костер! Фома, ты что там? Пойдем за дровами. А Петр-то ни Успенского, ни Дмитриевского собора не видал ни разу. Ничего, улазит по лесам, помашет кисточкой, поймет, что к чему. Да, не успеем. Ничего, завтра будем. Да нет, до холодов собор расписать. Июнь уж скоро. А, Андрей? Ты чего? А? Погоди. Слышь? Соловей. А больше ничего? Видишь? Идем. Что это? Идем же, идем. Колдует. Андрей! Андрей! Куда ты? Ну иди ко мне. Погоди, погоди. Я гляжу, вроде как гад черный таится. Да вы все ты им этим божьим угодникам да вы что? знать надо. Пустите. А вот с утра пора не отпустим.
Только наперед камешек подвесим, чтоб способнее было к месту доплыть. А ну-ка, куда? Дай мне эту вожжу. Падет огонь с неба, всех вас покалит. Дождетесь вы страшного суда. Держи. А мы вот сейчас тебе к этой крестовине-то и пристроим. Так. На вроде Иисуса Христа, а? Да вы что? Мужики. Погоди. Мужики, да нельзя мне так. Погоди. Ну что вы, грех это. Ну хоть ногами кверху вяжите. Мужики, братцы. А? Пусть повисит. Ну вот, пусть себе так и ночует, когда не вознесется. Да никуда не денется. А ты чё головой вниз просился? Совсем худо было бы. И нас зачем ругал? Огнем грозил пожечь. Так ведь грех это так вот ногими-то бегать. Творить там всякое грех. Какой же грех? Сегодня такая ночь, все любить должны. Разве любовь грех? Какая ж любовь, когда вот так хватают да вяжут. А то как же? Вдруг дружину наведешь монахов. Насильник к своей вере приводить будете. Думаешь, легко вот так в страхе жить? А вот и страх кругом, потому что либо совсем без любви, либо срамная надо скотская. На плоть без души. А любовь братская должна быть. Они все едино. Любовь же. Что ты... Отвяжи ты меня.
где был? Ты где был-то? Лиса тут не в пролаз. Ободрался весь. А здешним мило. Привыкли. Все ведь от привычки у людей. Старикам, небось, и думать не надо. У них день с утра сам катится по заведенному. А может, нет. Может, им как раз отрадно все. Тянется от утра до темна, и конца нет. Эх, ты посмотри, на кого похож ты. Исцарапанный, весь в синяках. Перед учениками не стыдно? Пораньше-то прийти не мог, что ли? Да нет, не мог. Твой грех, твоя совесть, твои молитвы. Сюда давай! Лови ее! Бабу держи! Держи его, держи! Держи ее! Беги, Марка! Беги! Ты мышку! Новый! Трое! С одним вонючим мужиком справиться не могете! Зачем ты, а? Зачем ты? Затем, что в Бога единого не веруют, но чтут язычники проклятые. Не смотри, Сергей. Слышь? Не смотри, нечего тебе смотреть. Слышишь или нет, что говорю? Князю вашему! Не надо. А мы так жили, так и будем! Пусти его, пусти! По воде догонят! Замотался. Ну иди, не балуй. Ты! Помоги! Федор! Да вы что, мужики, дайте ему! Бабу заломать не может! Врешь, не торопись! Да куда ты? Она ж тебя утопит в раз! Тебя давайте! Фома! Чего тебе? Я сбегаю, искупаюсь. Нечего, нечего. Жарко. Ничего не жарко, не ври. Пусти ты его искупаться. Да, дай ему волю, так он в воде до посинения сидеть будет. Сбрело в башку, что жарко, вот он и ноет. Это я. Я первый сказал, что жарко, а не Сергей. Хватит. Все. Хочешь купаться? Иди. Ну иди. Чего сидишь-то? Иди, иди. Вот. Вперед. Мама! Мама! Где Андрей-то? Нету. Нет. Тут такое дело. Такое. Только захожу я сейчас к архиерею нашему. За
захожу я сейчас, а там шум, крик, гам такой. Архиерей в исподней, красный весь архиерей бегает. Нету, говорит, моего терпения, нету, все, все. Это сон про вас, все. Это про вас. 2 целых месяца, говорит. 2 месяца! Уже как все подготовлено, а ничего не готово. Не чешутся, говорит, бездельничают. Сколько, говорит, денег запросили, а все бездельничают, и ничего не готово. А вы, правда, много запросили денег, а? Какой там? Мне, говорит, все равно! Даниил Черный, Андрей Рублев, все равно, говорит! Что это такое, говорит, что? И вот такое лицо сморщил. Что такое, говорит, что? Что мне Рублев, что мне Андрей? Мне говорит, чтобы к осени был собор расписан и конец. Гонца послал. Жалобы к великому князю. Гонца послал. Гонца послал к великому. Это вы знаете. А что? Еще не начинали? Знаете вы? Вы давайте. А то знаете. Где Андрей-то? Опять ушел куда-то. А может, вы без него, а? Давайте-ка начинайте без него. Ну? Чего ты смеешься? Вон вас сколько, а? Если он чего не решил. Вон вас сколько. Один ведь он ум-то хорош, а 2? Эх, Андрей, Андрей. Ну, вон и гонец поскакал князю жалиться. Ты скажи, да или нет? Чего? Да или нет? В Москве было все решено? Все ж до последней мелочи оговорено. Сам великий князь сказал, что хорошо. Так что ж тебе тогда не ясно? Ну чего мы 2 месяца до хрипоты спорим? Нет, ты толкуй мне, может, я стар стал, из ума выжил. Страшный суд. Бери и пиши. Хоть от работы отказывайся, ей-богу. А может и правда, откажемся и все, вернемся и все. Да как я людям в глаза глядеть буду? Я со стыда сгорю. Какое время теряем? Теплынь, сухота. Уже давно купол бы закончили бы и столбы тоже. А как их разделать-то можно было? Звонко, красиво. А справа грешников. Кипящих в смоле написать можно бы так. Мороз по коже. А я там такого беса придумал. Дым из носа, глаза. Да не в этом дело, не в дыме дело. А в чем? Не знаю. А почему глаза отводишь? Да не могу я. Не могу я все это писать. Противно мне. Понимаешь? Народ не хочу распугивать. Пойми, Данил. Опомнись. На той суд страшный. Ведь не я это придумал. Не могу. Как хочешь, Данила, не могу. А чего ж ты раньше молчал? В Москве молчал. Не надо было браться тогда. Нечистое это. Ну, какой есть. Не сумел, видно, чистоту во мне воспитать. Ну вот, ухожу я от вас. По мне такая работа. Спасибо вам за ласку, за подзатыльники, кое-чему научили. А теперь хватит, я работать пойду. Церковь Пафнутьеве расписать пригласили. Велика честь, да есть. Страшный суд писать ухожу. Кто со мной? Ну ладно, оставайтесь. Только не жалейте потом.
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если отдам я все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не поймешь. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. Хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем. Ну, княжна, хорошо ли? Грешно молоком-то плескать. Баловство какое. Ну что? А почему грешно? А потому. Ну что? Ну, вытри меня. Ну, сейчас высохнет. Ну ладно. Пойдем гулять-то на речку. Пойдем со мной гулять, а? Отпусти. Ну, пойдем, моя хорошая. Отпусти, ну говорят. Отпусти, Степан, а то на конюшке отправлю. Ой. А тебе как? Нравится? А по мне лучше и не надо. Легко, красиво. Легко. Неси ее отсель. А то разбаловали мамки-то. А я говорю, не робей. Все равно тебе лучше нас хором никто не поставит. А разве так распишут? А резьба? Да ведь это только Митяй так и может. Прям без разметки так и режет. Словно птица поет. Глянь. Может, конечно, и как птица, а? Нет, что, я и на соломе пересплю. А ты великий князь. А что, не нравится? Я так скажу. Все переписать надо. И стены, и потолок, все. Только поярче, посильней. Да я 40 лет по этому делу. Да не в умении дело, а в том, чтобы умением этим князя великого прославлять. Ну, будет. Ступай. Ничего переделывать не станем. Потом уходить нам пора. Уж на другую работу подрядились. Уж ждут нас в Звенигороде. Где? Ну да, к братству твоему. Там уж и камень свезли. Хорош камень. Белее, чем этот-то. Как приезжал на Пасху братец твой, тогда и поладили. Что хотите, говорит, то и делайте. Денег не пожалеем. Еще оброку назначу. Только чтоб поставили хоромы самые хорошие. В Звенигород, так в Звенигород. Степан! Как глянул я на князя, он весь так и обмер. Это когда я про Звенигород сказал? Во-во, так у него все и захолануло. Все боится, что братец его переплюнет. А это кто резал? А я. А чего в стену не вправил? Да, как ты не сладил, что? А чего, хороша зверюга. Крошится все. А я говорил князю, чтоб на камень не скупился. Небось, сейчас жалеет, когда про Звенигород узнал. Я бы ему такое нарезал. Диво. Эй, козел, живей! Степан! Где Степан? Тришка! Куда Степан поскакал? Там вроде на Звенигород поехал с ребятами. Ну ладно. Ой, ручки заморали.
Звенигороде у младшего братца тоже хоромы построен не хуже этих. Камень там лучше? Да, получше будет. Глянь, сотник. Чего это? Это же. Ну-ка, погодь, старшой. За что? Эх ты, козел! А ну помоги ему, в кусты! Где же моя нагайка? Микола! Эй, кто-нибудь видел нагайку мою? А, черт! Нагайку потерял. Эй, козел, видел мою нагайку? Микола! Микола! Серега, Чего? почитай Писание. Откуда? Откуда хочешь. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обрита. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья. А жена есть слава мужа.
И не муж от жены, а жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена должна иметь на голове знак власти над ней для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе, ибо не... Читай, читай дальше. Ибо как жена от мужа, так и муж и жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ими. Ну что замолчал? Читай. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны место... Данила. Слышь, Данила. Праздник. Праздник, Данила. А вы говорите, да какие же они грешники? Да какая же она грешница, даже если платка не носит. Ну... Нашли грешницу. Ну что? Ладно, ладно, не трожь. Пусть покается раб Божий. Слышь, косой! Всех собирай! Едем, братья!
Это что? Брат у тебя такой! Дожди прошли, залило все! Дальше надо! За нами Мы уж уходить думали. Вчера тебя ждали. Малый город встретился. Обходить хотел, удержаться не смог. Прости, опоздал. А чего там? Поехали. Здесь и все левей тут мелко. Давай левей. Давай. Обмануть не хочешь? Зря ты это. Владимир пустой, говорю тебе. Великий в Литву подался. Левей там. Вон за тем бором, вон город. Говорят, у великого князя молснок растет. А ты на престол замахнулся, а? Это еще посмотрим. Я вижу, ты очень хочешь на престол. Но понимаю. Куда ты? Сказано же было левей. Держи! Давай, князь! Не отставай! Давай! Крепко ты любишь брата? Видно, судьба наша такая. А когда последний раз мирились? А я не мирился. Митрополит вызывал, велел перед Богом поклясться, что будем в мире и согласии. Великий князь идет. Приехал, братец-то.
Россия, Владимир. А, князь? Ха. Это тебя немал город. Эй, пошли! Пошли! Артынан қалмай қуғыз. Держи его, Фома! Сейчас я его... Братцы, что же вы? Мы же русские. Я же тоже. Я покажу тебе, сволочь Владимирская. Братцы! Лови его! Ну, хватайся! Эх ты, баранья башка! Ну-ка, кругом беги! Да ты что, оглох, кругом давай, ну! Куда это попали мы? Нет никого. А? Разбежались все. А? Ха. Выросла твоя сучка. Забыла меня, а? Не узнала меня.
Varga! Heragim kurgasayn! Beni böyle beni çeşenin. Ну что, князь, не жалко собора, а? Послушай, князь, а что это за баба лежит? Не баба. Дева Мария. Рождество Христово. А что ящики? Христос, сын ее. Так какая же она дева, если у нее сын? А, хотя у вас на Руси еще не такое бывает. А! Интересно. Больно!
Ой, мама! Ой, мамочка, больно! Ой, ой, горю! Ой, больно! Ой, вот беда какая. Не знаю я, где золото. Не знаю. Наверное, украли все. Наверное, ваши татары украли. У вас ведь вор на дворе. У вас ведь... Ты бы своих поспрашал. Своих поспрашал бы, а? Сказал? Еще не говорил правду. Что ж вы? Погоди. Погоди, что скажу. Посмотри, как русского православного невинного человека мучают ворюги. Посмотри. Иуда. Татарская морда. Врешь ты, русские. Признал я тебя. На брата похож. Признал. Русь продал. Русь, признал я тебя. Больно. Ай, больно. Ой. Не скажу. Помяни слово. Не будет ноги татарской на русской земле. Перед Господом Богом клянусь. Не будет. Крест поцелую. Крест. Дайте крест православному. Сейчас будет тебе крест. Когда грехи есть, простит нас Господь. Милость Он простит. Господи, ведь правда простишь ты меня. А вот вы все кипеть будете в смоле кипящей. Вы уйдете, а мы опять все построим. Мы все. А вы в гиене огненной кишки свои повыпускаете. Ай! Ай! Господи! Ой, что же вы? Да что же? Вот! Вот! Держи! Гады!
Феофан, ты же помер. Ты мне приснился, будто из окна вниз головой свешиваешься и заглядываешь, и пальцем мне грозишь. А я поперек седла на коне лежу, и два ордынца голову мне перекручивают. А ты смотришь и пальцем в окошко стук-стук, а я кричу тебе. Что кричишь? Послушай, что же это такое делается? Убивают, насильничают. Вместе с татарвой храмы обдирают. А ведь ты говорил мне. Только мне теперь хуже, чем тебе. Ты уже помер, а я... Помер. Ну и что? Да не о том я. А что полжизни в слепоте провел? Полжизни, как этот. Я же для них, для людей делал днями, ночами. Не люди ведь это, а? Правду ты тогда говорил. Правда. Мало ли, что я тогда говорил. Ты вот теперь ошибаешься. Я тогда ошибался. А разве вера не одна у нас? Не одна земля? Не одна кровь? А один татарин даже улыбался. Вот так. Кричался. Вы без нас друг другу глотки перегрызете. А? Позор-то какой. Всех перебили. Серегу моего тоже. И я его в такой день нашел, Сережку-то. Вот, только она одна и осталась. Ну ладно, уходить мне пора. Погоди. Прошу тебя, не уходи. Тебе что, нехорошо со мной, скучно? Но я не буду, не буду. Давай сядем, поговорим. Я тебе расскажу... Я и так все знаю. Знаешь, я писать больше никогда не буду. Почему? Не нужно это никому, вот и все. Подумаешь, иконостас сожгли. Да меня знаешь, сколько пожгли? В Пскове, в Новгороде, в Галичи. Великий грех на себя берешь. Я тебе самого главного не сказал. Человека я убил. Русского. Как увидел я, что тащит он ее. Ты посмотри. Ну, посмотри ты на нее. За грехи наши и зло человеческий облик приняло. Покушаешься на зло, на человеческую плоть покушаешься. Бог-то простит, только ты себе не прощай. Так и живи.
меж великим прощением и собственным терзанием. А грех твой, как там в вашем Писании? Научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту. Тогда придите и рассудим, сказал Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. О, не забыл, помню. Может, и тебе полегче станет. Знаю, Господь милостив, простит. Я Господу обет молчания дам, молчать буду. С людьми мне больше не о чем разговаривать. Хорошо я придумал. Нет у меня права тебе советы давать. Нельзя. А ты разве не в рай попал? Господи. Скажу только, что там совсем не так, как вы все тут думаете. Русь, Русь. Все-то она, родная, терпит. Все вытерпит. Долго так еще будет? А? Феофан? Не знаю. Всегда, наверное. Все же красиво все это. Снег идет. Ничего нет страшнее, когда снег в храме идет. Правда, а? Яблоки какие-то все гнилые. А, сколько лет земля носит, а такого голода не видывал. Вымираем потихонечку, прости господи. В округе-то никого не осталось. Пусто по деревням. Вон Ходьковские, все ушли кто куда. Семеновской тоже будто побежали. Побежали. Нет никого в Семеновке. С утра проходил. А во Владимире еще пуще. Там 3-й год неурожай, весь народ упек.
А кто живет, крыс ловит до мышей. Ты чего это шепчешь? Не шепчусь, я застудился, в озере ночевал. Как же так? Волки одолели, все по пятам шли. Ну, я от них в озеро зашел, до сих пор стою. Молю Бог, чтоб мне прыгнули. Так стоял, покуда светать стало. Вылез, онемел весь. Вот другу неделю никак не отойду, трясет. Значит, Владимирский ты? Дожил я там. Вон, еще один Владимирский идет. Самого Владимира не говорит. Обет молчания дал. Согрешил. Кается. Ведь Владимир с собой блаженную привел, немую. Вот они вместе и молчат. Видно, до позора своего и привел, чтобы грех свой все время перед собой иметь. Вот она, святость-то. А в деле Андреева. Да распалась вся. Кого ордынцы забили, а кого разметало в разные стороны. А Данил жив? Да разные говорят. То ли на север пошел, то ли помер. Так что он ремесло свое так совсем забросил. Не как Кирилл. Кирилл, ты? Вот Ляфоди, ей-богу. Теперь татар напустил. Эй, отстаньте! Yalalar biz! Yalalar biz! Орыстардан не сен одан суғанды бересің? Ана, кел, Жұрға. Ай-яй-яй, как нехорошо грязное мясо кушать. Бер косик, это ты, бер үзина.
Господа Бога нету, правды в мире без попутов. Не могу я более грешить изо дня в день, а без этого нельзя в миру. Грех кругом, нечистота, прими, отче, покаяние мое, денно и ношно ноги целовать буду. Говорить ты прежде был гораст, не разжалобишь. Ах, отче, знал бы ты только, сколько горя я вынес, сколько зла вытерпел, простил бы ты меня. А я себя никогда не прощу. Не передо мной виноват, перед Господом. Оставайся. А во искуплении грехов своих Святое Писание 15 раз перепишешь. Келью покойного отца Никодима займешь. Спасибо, Господи. Ой, спасибо, брат. брат. Ой, как хорошо, как хорошо. Спасибо, отец родной. Спасибо. Uzun orada alıp gideriz. Bu karakçanı et varlığına. Ey hanınga karakçı bulur. Arasyan Ali seni yaradım kaldı böyle. Yarı. Beni üretersin olsun ya. О, хороший русский. Конина кушает. Хочешь, поедем в Орда? Моя жена будешь? Моя 7 жен имеет. Русский жена нет. Каждый день будешь конина кушать, кмыс пить, деньги в волосы носить, а? Да? Bu deli kız özünü yaratıp kaldı. Alıp gidemiz orada. Bu deli kızını alamız mı? Sokandırır özüne, gözünü baylar. Ben korkam özünden. Oy, alıp gitti mi? Гневашка, а? Русская жена у татарский муж грязный не бывает. Kaçıp git. Девочка, айда с нами, айда. Bana var be kanı. Yolda buraya yerden taşlap eder mi? Айда, кыз, дай рука. Ketler çırpıldı, ketler be! Yepçiler lazım bana!
Неужто не признал? Ты не горюй. Покатают и отпустят. Не смеют блаженные обидеть. Грех-то какой. Этот, что ли, Никола Литеечка дома, а? Этот. Отец твой, да? Отец. А ну-ка, позови. Нету его. А где? Помер. Слышь, козел! Я вот всех прибрала. И мать, и сестру, и отца тоже. А Гаврила Литеечка рядом, что ли, изба? Гаврила? А Гаврила тоже помер. И Касьян мастер помер. А Ивашку прошлым годом татары увели. Один Федор остался. К нему идите 5-й двор. Только поторопитесь, служивые. А то он лежит уж хрюкает, Федор-то. Глаз не открывает, того и гляди, приставится. Ну все, больше не могу. Где ж теперь искать-то? Домой надо вертаться. А ну-ка, 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 встань! Ты ж повалился. Домой. Дожили. Колокола некому отлить. Возьмите меня с собой, а? Давайте я вам колокол отолью, а? Ты что, парень, очумел? Князю возьми, а? Да не, правда, я же вам все очень здорово сделаю. Да все равно же никого больше не найдете, все же перемерли. Лучше меня-то не найдете. А ну проваливай! Ну и ладно, вам же хуже. Я секрет колокольный знаю. Знаю, да я скажу. Чего говоришь? Секрет знаю. Отец секрет меди колокольный знал. Умирал, мне передал. Его же никто, ни один человек его больше не знает. Я только знаю. Я! Отец помирал, и мне весь секрет. Ну что, возьмем раба Божьего? Какой секрет, чего он мелет? А ты что, хочешь, чтобы Великой с нас 7 шкур спустил? Да врет он про секрет. Ну, а врет, так ему и хуже. А ну-ка, иди сюда. Эх ты. Чё? А ну, садись. А изба-то как? Сиди. Ну что, уговорили? Ну давай, давай, давай. Куда идем, чего ищем? Вот, Оленька, да рядом копать можно было. Там можно было найти. Ваш, ну поднимайся. Ну что, здесь будем рыть? Можно и здесь. Только что ближе к звоннице было подобнее, а то вон и куда тяжесть какую тащить надо. А что, тут что ли нельзя? Может, а можно. Ну вот здесь и будем. Андрейка! Ага. Давай размечай! Копнем, что ли? Вместе. Слыхал? Так ведь мы не землекопы, литейщики мы. Что ж нам-то в земле копаться? А ты знаешь, что мне отец говорил? Перед смертью.
Литейщики, говорит, должны сами яму литейную копать. Да. И это, говорит, я только под старость понял. Сказал, так и помер. А? Не знаю, что там Никола говорил, а только землю копать я не буду. Нужны будем, позовешь. Ну что? Нашли? Ва. А что ее искать-то? Вот она. Ага. Она, да? Нет, не то все это. Не та глина. Всегда тут брали. Ну и дураки, что брали. Глина очень хорошая. Андрейка, правда плохая глина? Да, плохая. Вот, видали? Ну, идем. Будем искать, пока не найдем. Слушай, Степан, а может быть, мы все это зря? Ну, конечно, зря. Ты посмотри, какую мы с тобой глину отыскали. Как следует посмотри. Сколько трудов положили. Новое место нашли, а ты... Слышь, Борис? Ну, не та, понимаешь? Заладил одно и то же. Август кончается, мы еще глину не открыли. Ты о себе подумай, мне тебя жаль. Ну, ладно, без твоей жалости, вон сколько лет прожил. Пойдем, Борис. Пойдем, голубчик. Не могу. Знаю, твердо знаю, не та глина. Ну, а какая такая та глина? Я знаю, какая. Эх. Ну и ладно, мне такие не нужны, понял? И подумаешь, без тебя обойдемся. Не нужны мне такие. Андрейка! Семен! Нашел! Дядя Петр! Нашел! Глина! Дядя Семен! Степан! Глина здесь! Степан!
где вы там? Эй! Борис! Бориска! Чего? Ну так вкапывай! Сейчас иду. Чего? Что говоришь? Да ну иду же! Где Николай? Николай с утра за лесом уехал. Да лес уже здесь должен быть, ты что? К вечеру должно быть. Какому вечеру? Чем я сейчас буду крепить? Ну Николай с утра уехал. Пошел ты со своим Николаем, дурак вы! Николай! А ты что стоишь? Работай, работай! Не соглашаются купцы. Как не соглашаются? Заломили втридорога. Говорят, такая веревка еще дешево. Ну покупай, что же делать? За такую цену покупать? Покупай, говорят. Так тебя же князь прибьет. Мы же его разорим в конец. А мне теперь все равно, покупай. Дорогу! Уйди, отец, прибьют тебя здесь. Зашибут. Без меня не вкапывайте. Борис! Сейчас я. Ну что? Не выдержит форма здесь. Еще слоем надо плетать. Да каким слоем? Давно пора все глиной обмазать. А вы еще каркасы не сделали? Да вы что? Да еще укреплять надо, а прутья все кончились. Ничего укреплять не будем. Заделывайте. Чтобы к вечеру обжиг начать. Смеется он, что ли? Если форму как надо не укрепить, она же меди не выдержит. Треснет, А если и все завтра пропало. снова снег пойдет, мы обжиг не успеем начать. Что, работа не пропала? Меня ж тогда засекут, не вас. Да не выдержит форма здесь. Заделывайте форму. Слышите или нет? Не буду я этого делать. Не будешь, не надо, можешь убираться. Андрейка, давай заделывай. Он тоже не будет. Форму заделывать будешь? Да не выдержит она меди. Еще плетать надо. Ты меня слушать будешь? Кто здесь главный? Еще слоем надо. Федор! Федор! Здесь я. Сечь вот этого. Да не этого. Вот. Работать отказывается. Приказа моего не слушает. Я вам покажу, кто здесь главный. А вот твой отец нас не так жаловал. Отца мы его вспомнили. Вот во имя отца его и высекли. Давайте, заделывайте. Борис! Бориска! Без меня вкапывайте. Тебя же ждем! Ну, вкапывайте без меня. Полезай уж, поспи малость. Ну что смотришь? А? Что, язык проглотил? Или оглох? Что, жалко? Иди, пожалей. Да ты чернец. О, Господи. Ну, заходи левее. Не забивай его.
Бориска? Слышь, Бориска, проснись. Бориска! А? Я уже обжиг начал. Ты что? Почему без меня? Я же сказал, чтобы меня разбудили. Я сам знаю, когда. Петр! Петр! От князя приехали. Тебя спрашивают. Ух ты! Ух ты, жарко-то! Ой, жара! Хватит. Хватит с вас. Маловато. Серебряница-то. Скажи князю, пусть не скупится. Мало прислал. У нас великий князь никогда не скупится. Ничего не знаю. Еще полпуда надо. Какая разница? Полпуда больше, полпуда меньше. А кто секрет колокольной меди знает? Я? Или ты, может быть? Так вот, передай князю, пусть не скупится. Еще полпуда надо. Ты чего? Я из великого теперь сколько хочешь силь и провытрясу. А колокол ты не зазвонит. И знал я его! Бейте его! Все бейте! Бейте монаха! Право на человека бросаешься ни с того ни с сего! Спутал ты его, опознался, еще бросаться! Держите его! Нет, я не спутал! Я его хорошо признал! Какой был красивый, гладкий! Тоже потаскался! Мужчина! Я из-за него 10 лет в яме просидел! Вот! Пол языка мне отхватили, да? А, смотри! Пусти! Пустите! Пустите! Пустите меня! Прибью! Прибью! Не виновен он, братцы, не предавал он никого, вот вам крест святой не предавал. Господи, за что ж наказание-то это? Меня бей, его не тронь. Встань! 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 Ну, встань, ну! Тяжелый ты. У князя шут помер. Меня звали Шуты. Я подумал, а что мне князь-то? Я лучше по столярному делу. Вот. А это вот я признал. Признал. Это он мне продал. А? Дайте, что ли, выпить-то? Эй, дай еще будет. Оттаскивай! Борис, Борис, во второй первой месте бей! Пантелей, пробу возьми. Ну как третий, посторонись! Ну что, здесь стоишь, иди к третьей печи. Ну так что же, дров-то средний будете подбрасывать? За что держишь, печь-то? Я подбрасывал. Ну, плесни на рукав. Ну что стоишь? Работай! Подкладывай! Давай! Скорее, скорее! Тебе дрова потаси. Подкинуть еще во вторую печь! Подкидывай, подкидывай, давай! Ну! Качай! Давай во вторую еще! Качай, качай, что вам Все водится. Ой, я кибушкарю. Давай, ведем сюда. Ах, ну что, еще одно. Качай, качай, что стали? Бориска! Бориска, к литью пошел! Он к литью пошел! Ой, ребят, жара прям тоже падает. Давай, 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 давай.
готовы? Вера, скоро будь готова. Качаю, качаю. Пока шнур прицелил. Ну что? Да иди, иди, все уж готовы. А ну открой! Все готово. Ну, начали, что ли? Давай! Давай! Ну! Заливай! Ну! Пошла. Бориска! Пошла. Глядите. Пошла. Господи, помоги, пронеси. Андрейка! Ой, денек будет завтра. Сейчас поспать бы. Борис! Бориска! Пошли, что ли? Сейчас. Тут я. Тут
вот что получилось, Андрей. Я все думал тут, решил сказать тебе. Завидовал я тебе, сам знаешь как. Так голодала меня зависть, это что просто ужас. Все во мне изнутри ядом каким-то подымалось. Не могу, ты устал, я и ушел. Из-за тебя ушел, истинный Бог из-за тебя. А как вернулся и узнал, что ты писать бросил, успокоился. Легче как-то стало, а потом забыл. Только бы священное писание успеть до смерти переписать. Суров игумен, нелегкое пятимью на старости лет положил. Ну да теперь уж видно не успеть. Да что я каюсь-то? Нечего мне перед тобой каяться, ты и сам грешник велик еще поболее меня. Да-да, поболее. Я что, червь ничтожный, с меня и спроса нет. А вот ты что, за святые дела какие свой талант от Бога получил? В чем заслуга твоя? Господи, не о том я все. Я ведь знаю, Никон тебе третьего гонца прислал. Уговаривал вернуться, троицу расписывать, а ты их всех отослал, даже говорить не стал. Я правду скажу, не солгу, тогда в душе моей грязной, там, в глубине самой, радостишка такая маленькая, тоненькая шевельнулась. А вот нынче жизнь кончаться, душа на покой просится. Никону твоя жизнь, фу, ему все равно. Он тебя для того и зовет к себе, чтобы твоим талантом свою силу и власть укрепить и прославить. Только Бог с ним, с Никоном-то, послушай меня. Послушай, ступай в Троицу, пиши, пиши, пиши. Ступай, не бери греха на душу. Страшно, это грех искру Божью отвергать. Был бы Феофан жив, он бы тебе тоже сказал. Что, думаешь, не так? Ну, посмотри на меня. Посмотри на бездарного-то. Ты что думаешь, ради чего я вернулся? Ради куска хлеба вернулся, чтобы дожить спокойно. Ведь помру и ничего после меня не останется. А знаю, что помру скоро. Тебе тоже не так уж много осталось. Ты что, в могилу хочешь свой талант забрать, а, Андрей? Ну что ты молчишь? Ну скажи хоть слово. Скомороха-то. Тогда я... Ну, прокляни меня, только не молчи, Андрей. Потрави конец, потрави немножко. Просунь сюда. Тут не узлом вязать надо было, а железом крепить. А я говорил Борису. Говорил. Вам колкотать железо, понимать надо. Возьми топор и обруби, как ты обруби. Ну вот, я. Ну тут сами не могут. Давай. Затягивай. Подержи чуть-чуть. Двойным. Ну что, как? Да. Ну тогда давай, пошли.
Уходите все! Ну что у вас там? В чем дело? Все готово. Ну давай быстрее, быстрее, все наверх. Все готовы? Все. А ну, подходи! Подходи! Разбирай веревки. Концы не путай! Давай, махай. Махай рукой. Давай! Спасибо, посредственно. Гляди-ка, кто это? Великий князь. А с ним-то кто? Иноземцы. Ну, Янюк, мальчик. Фу ты, князь едет великий с послом иностранным. Не успеваем? Чего? Ну, глядите. Мать вашу. Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священный, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священный, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священный, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается колокол сей, краплением
окроплением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вон какие у меня всем заправляют. Parla dei maestri d'opera. Ты куда? Иди. Ma non ti sembra un po' strano? Sono un po' tutti così. Guardatevi intorno. Давай, давай, дубина. Ну что, как? Помочь или сам качнешь? Давай. Ma chissà cosa ne salterà fuori da tutta questa baraonda. Tu cosa ne pensi? Secondo me non ne uscirà un bel niente. Chiedo scusa, eccellenza, ma io direi che voi cercate vanamente di prevenire gli avvenimenti. Su, via, dai un po' un'occhiata a tutta questa roba. Cosa ne dici di questi straccioni, di questa goffa impalcatura? Ma no, giuro su Maria Vergine che questa campana non suonerà, ma non potrà affatto suonare. Vostra eccellenza vuol fare una scommessa? A me sembra che voi sottovalutiate la situazione senza via di scampo di questa gente, di quelli cioè che hanno costruito questa campana. Mi devi scusare, ma io per ora non mi azzarderei a chiamare questo coso una campana. Eppure, vostra eccellenza, essi comprendono perfettamente che il Gran Principe staccherà loro la testa se questo aggeggio non suonerà. A giudicare dall'aspetto dell'imberbe si direbbe che è un po' emozionato da questa circostanza. Non ti pare? Vostra eccellenza, ha sentito dire che il Gran Principe ha tagliato la testa a suo fratello? Sembra fossero gemelli. Guardate che stupenda ragazza. Dio mio.
змей старый так и не передал секрета. Помер так и не передал. В могилу утащил, жила рваная. Видишь, как получилось. Ну хорошо, ну чего ты? Вот и пойдем мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы писать. Пойдем в Троицу. Пойдем вместе. Какой праздник для людей. Какую радость сотворила, а еще плачет. Ну все. Все. Ну, будет. Будет. Ну чего ты? Ну все, хватит, хватит, успокойся. Все. Ну будет, будет. Будет.